Осторожный оптимизм. Так называет текущую тенденцию главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Ингушетии Джамбулат Ваделов. Речь идет о снижении так называемой наркотизации молодых людей. В этом году за 9 месяцев на учет поставили 47 человек, а в прошлом за этот же период на 13 меньше. Отражает положительную динамику на территории республики статистика. Как больные наркоманы, наркозависимые у нас состоят 246 человек. А есть вторая категория потребителей наркотиков, которые употребляют наркотики эпизодически, от случая к случаю, с вредными последствиями. Вот такая категория у нас состоит на сегодняшний день 1543 человека. Общее количество их получается 1789. И количество медицинских освидетельствий мы тоже смотрим. Да, у нас уменьшилось в прошлом году, если было более 600 человек, да, в этом году около 400 человек только прошли медицинское освидетельствие. Также мы проводим анализ судебно-наркологических экспертиз. Это экспертизы, они проводятся по тем лицам, которые были вовлечены в распространение наркотиков, то есть наркораспространители. Так вот, по этим возбужденным уголовным делам мы проводим экспертизу. В прошлом году, если мы провели 87 экспертиз, в этом году только 56 экспертиз. Это тоже говорит о том, что меньше у нас уголовных дел в связи с распространением наркотиков. Положительные тенденции, которые мы наблюдаем сегодня, это совокупность определенных факторов. Хорошая профилактическая работа, информационная деятельность по противодействию наркомании, работа правоохранительных органов и общественных организаций. Все это говорит о том, что сегодня республика идет по пути активной борьбы с наркотическими зависимостями и распространением запрещенных веществ. Вот эти реабилитационные центры, да, те ребята, которые реально уже поняли эту информацию, приняли эту информацию, да, прошли эту реабилитацию, они уже начинают работать над теми ребятами, знакомыми, друзьями, да, которые потребляют наркотики, чтобы их вытягивать из этой среды, да, чтобы они уже прекратили наркотизацию. Сегодня средний возраст граждан, употребляющих наркотические вещества в Ингушетии, 29 лет. Что касается смертности, в 2023 году было зафиксировано 13 смертельных отравлений, в 2024 – 4, а в этом всего один такой случай. Конечно, гибель не единственное последствие употребления наркотиков. Запрещенные вещества приводят к морально-этической деградации человека, разрушаются клетки головного мозга. Этот список очень длинный. Химические вещества вызывают, скажем так, расплавление мозга. Это самое основное опасное состояние, которое вызывает сейчас, которые есть, такие дизайнерские называемые наркотики. Их только и осталось уже в теневом рынке. Так вот, то, что люди, потребляющие наркотики, они угнетают свою иммунную систему, на фоне угнетения присоединяются инфекционные заболевания, также повреждаются внутренние органы. Наркотики часто приводят к изоляции от общества, разрыву с семьей и близкими. При этом вовлеченность в наркотическую деятельность неизбежно приводит к юридическим проблемам, вплоть до тюремного заключения. Все это негативно сказывается в том числе и на будущем человека. На нем теперь клеймо наркомана или человека, который сидел за распространение запрещенных веществ. С 1 января по 31 августа на территории республики было выявлено 139 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ. В том числе 23 деяния в крупном и особо крупном размере совершены. И 69 деяний относятся к категории тяжких и особо тяжких. Уголовная ответственность за оборот и хранение наркотиков серьезная. Уголовный кодекс России предусматривает различные меры наказания. К примеру, за преступления по основному составу без отягчающих обстоятельств, а также не в крупном или особо крупном размере, следует максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет. В случае, если преступление относится к категории совершенных в крупном размере, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере. Крупный размер для каждого вида наркотического средства предусмотрен свой, исходя из его особенностей. То здесь наказание будет, максимальный размер наиболее строгого вида наказания составит от 3 до 10 лет лишения свободы. И со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. За аналогичные деяния, совершенные в особо крупном размере, наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы, также со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Пока спрос рождает предложение, общество должно и дальше объединяться в борьбе с этой болезнью, которая охватывает социум. Именно поэтому в Ингушетии продолжается комплексная работа, направленная на противодействие наркомании. И дети, и молодежь, и старики вносят свой вклад, стремясь противостоять этой страшной угрозе. Мария Макиева, Мовлад Гиряхильгов, Магаз 24.